2021 год еще не закончился, а в Ингушетии уже выявлено более 1000 нарушений в сфере противодействия терроризму и более 300 экстремистских. Около 150 исков направлено в суд. Распространяя специальные службы, не перестают выявлять сомнительные материалы и публичные призывы к преступным действиям. Многие в порыве эмоций, оставляя очередное высказывание в сети или в обществе, не подозревают, что они тоже могут оказаться под прицелом правоохранителей. Запрещается создание и деятельность общественных объединений, действия которых направлены на насильственное изменение основ конституционного строя, нарушение целостности Российской Федерации, подрыв безопасности государства, создание вооруженных формирований, разжигание социальной, расовой, национальной и религиозной розни. Данная норма предусмотрена статьей 13 Конституции Российской Федерации. Так сложилось, что радикальные взгляды и убеждения легче формируются в молодежной среде. В современном мире большинство преступлений террористического и экстремистского характера совершаются в сети интернет по понятным причинам: широкий круг доступа и распространения информации. Молодые люди не придают особого значения своим неосторожным действиям в пределах социальных сетей. Зачастую не понимают, что рискуют оказаться за решеткой, написав только один комментарий, поставив лайк или сделав репост публикации экстремистского характера. И неважно, состоит он в какой-либо группировке или нет, а вот срок лишения свободы за виртуальный экстремизм, как и за реальный, до 6 лет. Более опасными, конечно, считаются террористические преступления, которые зачастую влекут за собой человеческие жертвы и насилие. В последние годы отмечается активизация ряда экстремистских движений, в которые вовлекают молодых людей. Возраст этих лиц в среднем составляет до 30 лет. Чаще всего молодежь примыкает к запрещенной на территории России террористической организации ИГИЛ. Именно эти действия и составляют большую часть из выявленных нарушений органами прокуратуры Ингушетии. Данные факты выявляются, регистрируются, по ним проводится расследование. Данные преступления не совершаются на территории республики. Касаемо событий в Республике Ингушетия, наибольшую опасность и распространение в последнее время получили преступления, совершаемые на ресурсах сети интернет. Уголовная ответственность предусмотрена за совершение террористического акта, содействие террористической деятельности, ее финансирование, публичные призывы к ее осуществлению, организация и участие в террористическом сообществе и даже несообщение оставших известными сведений о совершении таких преступлений. Есть такие нормы, как оправдание террористической деятельности, призывы к ее совершению. Ответственность за такие преступления предусматривается только в виде лишения свободы на длительные сроки наказания, до 15 и даже до 20 лет лишения свободы. В силу последних событий, происходящих на территории Республики Афганистан, СМИ начали пестрить публикациями о признанной в России запрещенной организации «Талибан». А молодежь начала их активно комментировать. Правоохранители призывают быть осторожными в своих высказываниях и напоминают: публичное оправдание терроризма тоже считается экстремистским действием. Оправдание совершаемых ею действий, в том числе преступлений на территории Российской Федерации, наказывается в уголовном порядке. Признание идеологии этой организации оправданной и правильной недопустимо. Стоит отметить, что в Ингушетии также все чаще выявляются случаи, когда преступления экстремистского и террористического характера совершают несовершеннолетние. Органы госвласти, в том числе правоохранительные, принимают комплекс мер по профилактике терроризма и экстремизма. Необходимо выяснить причины, по которым несовершеннолетние их совершили. Эти причины могут быть в доме, эти причины могут быть в интернете, в каком-то круге общения. Когда выявляется такой факт, выясняется, какова все-таки роль родителей в воспитании. Принимали ли они необходимые меры, чтобы предупредить подобного рода действия со стороны своих несовершеннолетних детей.
Старший помощник прокурора отмечает, идеология терроризма и экстремизма зачастую преподносится под видом борьбы за справедливость, защиту национальных интересов, чистоту религии, а по факту является средством достижения политически ангажированных целей в дестабилизации обстановки, удовлетворения личных интересов конкретных лиц. А наибольшую опасность идеологии экстремизма и терроризма представляет для молодежи и несовершеннолетних, чей жизненный опыт не позволяет объективно оценить опасность подобного рода идей. В этом году выявлено более 300 публикаций, содержащих признаки экстремизма или идеологии терроризма. Большинство из них в судебном порядке ранее уже были запрещены к распространению. Порядка 40 новых материалов, для оценки которых проводились лингвистические и культурологические экспертные исследования. Доступ к выявленным материалам блокируется во внесудебном порядке в случае, если имеющая в них информация направлена на призыв к массовым беспорядкам, содержит заведомо недостоверную и социально значимую информацию под видом достоверных сведений, создающая угрозу причинения вреда жизни и здоровью граждан, их имуществу, угрозу массового нарушения общественного порядка. Диана Дударова, Магомед Шаухалов, Хасмагомед Майсигов. Новости 24.